И он был призван в ряды Красной Армии в 1941 году, в декабре. В годы Великой Отечественной войны старший сержант-командир минометного расчета Ахмед Баркинхоев воевал в составе 255-го отдельного чечено-ингушского Кавказского полка. В сентябре 1942 года был награжден медалью за отвагу. В боях за Садовую он уничтожил огнем не только минометный, но и расчет станкового пулемета и тем самым обеспечил продвижение наших войск. За мужество сержант Ахмед Баркинхоев был награжден медалью за оборону Сталинграда. В бою он вел себя храбро и героически, увлекая за собой сотни бойцов, чьи подвиги никогда не будут забыты. Он отличался мужеством, его прозвали заслуженным командиром-охотником за немецкими танками. Он прошел всю войну. Его мужество было неоднократно отмечено орденами и медалями за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Также он получил медали за отвагу, и Баркинхоев Ахмед Эсмурзиев был бесстрашным воином. Особенно интересны посетителям музея экспонаты времен Великой Отечественной войны. Это обломки самолета, оружие, мундиры, письма, а также медали и ордена. Ева Добриева, частый гость музея, хочет побольше узнать о героях своей страны, ведь среди них был ее дедушка, которым она так гордится. Я очень горда на свою дедушку, что он бился за свою родину и победил. И после войны он остался жив, только потом он умер. Каждую неделю у посетителей музея есть возможность узнать о жизни храбрецов, которые бились до последнего за свою родину. Жители республики часто приносят в музей фотографии и документы своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы увековечить память о них, ведь ветераны не только герои, яростно защищавшие нашу родину, они – живые голоса истории. Ната Евлоева, Архам Мансуров, Новости 24.